Здравствуйте, Михаил Викторович. Скажите, какова на сегодняшний день ситуация с продовольственной безопасностью в республике? Сколько запасов продуктов у региона? На сегодняшний день, на 16 марта 2022 года, запас продовольственных товаров в республике в розничной торговле сегодня оценивается 75 дней, в оптовой торговле 60 дней. Запасы сахара в розничной торговле у нас на 77 дней, а в оптовой торговле 58 дней. На сегодняшний день все поставщики, которые обеспечивают продуктами питания, закупаются в центральных регионах Российской Федерации, и продовольствие уже во многих предприятиях уже в пути находится. А если говорить о сроках, то когда они будут завезены к нам в республику? Считаем, что в ближайшее время, до закрытия зимних автодорог, большая часть продуктов должно быть завезено. Мы оцениваем приблизительно, что на город Якутск приблизительно сегодня направлены порядка 2300 вагонов. Это по информации российских железных дорог и железных дорог Якутии. Из них приблизительно оцениваем порядка 1000 вагонов. Это продукты питания разного наименования. Поэтому считаем, что в принципе доставка продуктов идет. При этом имеются проблемы транспортно-логистического плана, это в российских железных дорогах, и в этом направлении тоже ведется оперативная работа. А насколько в среднем выросли цены на социально значимые продовольственные товары, например, на сахар, муку, растительное масло, крупу, соль и так далее? Сегодня считаем, что на данный момент отмечено повышение цен от 1 до 31%, отмечено по 24 позициям продовольственных товаров. Повышение до 10% у нас отмечается по 15 наименованиям. Сюда входят мясо, говядина, свинина, мясо кур, масло подсолнечное, молоко. А вот что касаемо повышения цен свыше 10%, это 9 позиций. Сюда входят как раз масло сливочное, сахар, песок, крупа гречневая, вермишель, и другие наименования. При этом хотел бы отметить, что у нас по 6 позициям отмечено снижение цен. Это в основном это баранина, куры, кроме куриных окорочков, пшено, лук репчатый и, фрукты. И как будут доставляться в республику продовольственные товары во время распутицы? Ведь до ледохода на реке Лена осталось еще несколько месяцев. Как я отметил, что сегодня Министерство транспорта создан оперативный штаб именно по данному вопросу. И считаем, что министерством проведена работа по доставке грузов из станции Нижний Бестях, во-первых, в город Якутск для торговых организаций. При этом повышение цен на перевозки через Лену на воздушных подушках они не будут, потому что есть такая договоренность, перевозчиками. Второе, я хотел бы отметить, что на станции Нижний Бестях будет организована такая ускоренная работа по перетарке грузов. Подготовка идет и по кранам, и те логистические предприятия, которые этим занимаются, должны обеспечить своевременную разгрузку товаров на другие виды транспорта. Поэтому считаем, что в этом направлении будем работать. Далее была со стороны малого и среднего предпринимательства был поставлен вопрос по работе грузчиков и мелкого автотранспорта, и в этом направлении тоже принимаются определенные меры. В том числе привлечение со стороны и УФСИН, и со стороны мелких предпринимателей, которые будут обеспечивать доставку груза грузовым автотранспортом мелкого тоннажа. Есть ли случаи необоснованного повышения цен на продукты в республике, и как проводится работа по контролю за ценами, какие меры принимаются при выявленных нарушениях? Сегодня
Хотел бы отметить, что Государственным комитетом по ценовой политике проводится ежедневный мониторинг. Информация, она предоставляется в оперативном порядке посредством полномочного представителя Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, и предоставляется информация в правительстве республики в ежедневном формате. Далее Министерством предпринимательства ведется мониторинг запасов продовольствия, и данная информация тоже, значит, в ежедневном порядке предоставляется Минпромторг Российской Федерации. Сегодня Госкомценом по итогам проверочных мероприятий 62 дела направлено для рассмотрения в прокуратуру Республики Саха-Якутия. Сегодня проводятся контрольные проверочные мероприятия со стороны прокуратуры республики. Михаил Викторович, большое спасибо.